Как вам известно, вчера прошла информация о том, что в Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении меня, Кана Валерьевича и еще ряда лиц. Вот, по той информации, которая у нас есть, дело возбуждено в отношении 15 человек, граждан нашей страны. Теперь, значит, внимание, здесь очень важный момент. Российская Федерация дала правовую оценку тому, что произошло 5 ноября в офисе на улице Абазинской, в офисе Абхазского вестника. А именно, значит, 3 гражданина Российской Федерации, находясь на территории суверенной республики Абхазия, незаконно занимались проведением выборов в органы местного самоуправления, определив, так скажем, желательных кандидатов от власти, начали борьбу, в том числе незаконными средствами, со всеми остальными кандидатами. О том, что подобные процессы проходят в Абхазии, мы говорили неоднократно. Мы об этом говорили в эфире Абхазского государственного телевидения, предупреждали власть, обращались лично к президенту, к правоохранителям, однако с их стороны никакой реакции не последовало. Вот. Впоследствии нам стало известно о том, что вот эти люди, действуя по предварительному сговору, значит, вовлекли в свою незаконную деятельность несовершеннолетних, заинтересовав их финансово. Эти несовершеннолетние лица были направлены в новый район и вообще по городу Сухом, где они срывали агитационные материалы неудобных политтехнологам кандидатов. Эта деятельность была пресечена, после чего их передали службе госбезопасности. По той информации, которую нам давала служба госбезопасности там на месте, их выдворили из страны, и вот из-за этих 3 лиц в России возбудили уголовные дела на нас. Когда родители этих несовершеннолетних, они подавали заявление, может быть, в милицию, может быть, были какие-то инициированные действия в отношении тех лиц, которые потом не имеют... Марьяна, именно об этой реакции мы говорим с 5 числа. Именно эту реакцию мы требуем от абхазских властей. Вот. Что делает сегодня милиция или прокуратура, нам сказать сложно. Мы дали показания работникам прокуратуры города Сухум о том, что произошло, как произошло, какие события имели место, мы подробную информацию дали, в показаниями дали. Вот, значит, то, что происходит сегодня, должен сказать, что вот эта информация, вчера поступившая об уголовном деле, должен заявить, что никакого отношения к юриспруденции данный факт не имеет. Это чистой воды политическое дело. Идет борьба с политическими оппонентами, то бишь с нами. Таким образом, нас пытаются напугать, нас пытаются остановить и, скажем так, извините за грубость, заткнуть нам рот. Вот что происходит. Никакого отношения, еще раз говорю, к уголовному процессу это дело не имеет. Это чистой воды политическое дело. И еще один момент, я об этом говорил многократно, хочу повторить еще раз. Именно отсутствие реакции от нашего правосудия развязало руки работникам правопорядка в Российской Федерации. У меня вопрос к вам как к юристу. У вас есть какие-то механизмы, с помощью которых вы можете себя защитить правовые? Как я могу себя защитить на территории Российской Федерации? То есть я должен сейчас, Марьяна, по логике вещей я сейчас должен нанять адвоката, заплатить ему деньги и начать заниматься отстаиванием своих прав дистанционно. Я этого делать не буду. Если действия направлены на то, чтобы я становился как политический деятель, я только усилю свою политическую деятельность. Таким образом, буду добиваться справедливости на территории своей страны. И еще один момент. Наши сверстники с Каном Валерьевичем уже более 30 лет преданы земле. Они погибли, отстаивая интересы нашей страны. Ничего страшного в том, что сегодня мы будем ограничены нахождением в рамках Республики Абхазии, нашей любимой родины. Ничего страшного в этом я не вижу. И если это та цена, которую мы должны заплатить за свою позицию, мы к ней готовы. На территории Республики Абхазия вы как-то защищены? Вас оберегает закон Республики Абхазия от... По идее, по логике происходящего, нас закон защищает. Более того, этот самый закон обязывает наше правосудие дать правовую оценку действиям 3 политтехнологов, которые занимались вмешательством во внутренние процессы Республики Абхазия. Закон обязывает их к этому. Но они этого не делают, поэтому, насколько я защищен законом, сегодня сказать очень сложно. Что, Иванович, вы сказали о том, что вы давали показания сотрудникам прокуратуры города. А вообще, почему прокуратура города занимается такого рода резонансным делом? Это первый вопрос, вообще, насколько это правильно. И второй вопрос. Значит,
В свете той информации, которая появилась вчера, Генеральная прокуратура Республики Абхазия была в курсе возбуждения уголовного дела. Эту информацию им предоставили в рамках международного соглашения подписанного. Когда вас опрашивали, вас уведомили о том, что уже есть некий материал, присланный из России, о том, что они в курсе и так далее? Нет, такого рода уведомлений мы от прокуратуры не получали. Значит, теперь, что касается того, что этим вопросом занимается прокуратура города Сухум. Это характеризует отношение к происходящему генерального прокурора. Это вот именно так, понимаете? Это отношение генерального прокурора к этому событию. Значит, он считает его не столь важным. По менее резонансным фактам расследованием или проведением проверки занималась генеральная прокуратура. Всегда было так. Ну, сейчас, видимо, что-то изменилось. Не что-то, а все изменилось, понимаете? У нас власть находится в состоянии финансового анабиоза. Понимаете? Ничего не видят, ничего не слышат. Мы все это время, вот уже несколько месяцев, обиваем пороги чиновников, ходим к руководителям страны, сообщаем им о происходящем, они разводят руками. А что мы можем сделать? Понимаете? Если ничего не могут делать, но надо какие-то выводы делать соответствующие. Если власть ни на что не способна, такая власть, наверное, должна как-то или отойти в сторону, или уступить место тем, кто может, кто способен. Граждан Республики Абхазия, являющихся гражданами Российской Федерации одновременно, да, в случае возникновения необходимости могут передать для проведения следственных действий. Нет, это не так. В Республике Абхазия, должен сообщить, 26 ноября 1994 года была принята Конституция Республики Абхазия. Главный закон страны, кстати говоря, вот завтра мы будем праздновать День Конституции. И эта Конституция наша, абхазская, Конституция суверенного независимого государства запрещает выдачу граждан третьим странам. Понимаете? Там четко и ясно эта норма прописана. Никакое соглашение, никакой другой закон не могут противоречить действиям Конституции. Ну это аксиома, неужели об этом опять приходится говорить? Это простейшие вещи, понимаете? Это попытка напугать абхазский народ с тем, что выдадим, отдадим и так далее. Это попытка, знаете, как чужими руками пугать свой народ. Ну, этому тоже, наверное, народ даст соответствующую оценку. Я в этом убежден. Народ даст этому соответствующую оценку. Вы понимаете, какую серьезную, значит, статью применяют нам. Еще раз хочу сказать, что это политическая ситуация, созданная против нас. Но удивительно то, что мы, как, значит, граждане, как депутат парламента, приехали на место с Исой Ивановичем пресечь незаконные действия иностранных граждан, влазящие в наши внутренние дела, государства нашего, выборные процессы. Мы думали, что, значит, представители власти и руководство страны, силовые, значит, структуры как раз-таки обратят на это внимание. Оказалось, что они обращают внимание только на то, что мы обратили на те вещи, которых закрывали они глаза. Вот такой, знаете, парадокс произошел. Более того, нам меняют, что там мы какую-то сумму, не мы, наверняка, не знаю, за кого не говорят, там пистолеты, там вооруженные, какой-то там грабеж, что-то еще. Слушайте, на танках мы приехали, я не знаю, на чем мы туда приехали. Мы, люди, которые занимаемся государственными вопросами, мы сами вызвали СКБ, чтобы этих людей, как по нашему мнению, значит, были опасны и действия их неправомочные были значит, в пределах Абхазии, и вручили этих людей нашим, значит, силовикам. Удивительно, никакой реакции их в тот же вечер отпустили, отправили за границу. То есть ситуация очень нехорошая. Хочу пару слов на абхазском сказать. Хаваджлар. Абхевдар гылана, бада зурап ива вогавах схынар ханисхо. Рашупсыка ахыште хаваджлар ргбакра ячуп. Арава я туалра рымыр хейта инагентер это на антитурктуланте ава хачша граница хдрыждилазом. Значит, акаге жак умхет. Ахаумте. Уже акай хамладзаз ше жамшцвет абриазара ала чайвера зигечуп. Ойтах акаге
иуҳәарцгьы уҭахӡам или иуҳәарц улшаӡом, аби ҳзеилымкааит. Сара схы иархәаны, сықәгылара схы иархәаны убас сҳәар сҭахуп, Бада Зураб-иԥа, уара ажәла бзиа уалҵит, ԥсыуа ҷкәыноуп ҳәа ҳухәаԥшуеит. Аԥсуа ҷкәын ҳәа ари ухазыҟан убзиазар, ҳҳәынҭқарра аҟнытә ҽа уск ҟаҵатәуп. Ари аҩыза ҟалашьа амаӡам ҳәа џьаракыр уқәгылан иумҳәеит. Шықәсык аахижьҭеи уахь ҳхы нырханы абри иҟалаз аус уахцәажә ҳәа уаҳәара ҳаҿуп, жәак уҳәаӡом. Нас изӡаӡом ҳара аҩызцәа ҳамоуп, агәымбақәа рҟынтәигьы апатриотцәа рацәаны иоуп, ҳаицәажәахьеит абааԥсыуара, ҳаргьы ҳтәымуааӡам, аԥсразыҟан абзиара ҳҭахуп. Шәиацәажәа абааԥсы иахьидгылатәу, иҟаҵатәу, акы илымшозар ауеит, акы дарԥхашьазар ауеит, аха уи ҳахәымԥшӡакәа зегь ҳидгылоит. Аԥсынра азҵаарақәа рҟны аихьӡара ааимырԥшыр, ада ԥсыхәа имаӡам ҳәа абасгьы ацәажәарақәа мҩаԥаҳгахьеит. Хочу сказать, много фамилий, кстати, завлечены в этот процесс. Это просто так бесследно не пройдет. Такое ощущение, что сегодня время Сафарбея настало. Нам это не нужно. Мы должны эту тему закрывать уже. Нам нужно время таких, как Владислава, возродить. Мы не против кого-то. Мы за свою страну. Мы за тот народ, который отмучился за эти 30 лет. За тот народ, который выжил во всех этих передрягах, начиная с 19 века. Мы не сдадимся, мы не остановимся. Мы со своим уставом в чужой, монастырь не пошли. Мы не диктуем свои политтехнологии другой стране. Не надо к нам лезть. Мы готовы дружить, мы готовы быть союзниками, но мы не готовы принять, когда в наш дом заходят со своим уставом. Не надо этого делать. Это я обращаюсь к нашим друзьям и, как говорится, союзникам. Но нашей власти надо уже пора обратить на такого рода беспредел и реагировать. Обязательно надо реагировать. Аԥсуажәлар, ахаангьы аидгылара аҳарԥшуан, аполитикатә еилазара ақәирологьы еиуеиԥшым, џьара-џьара ҳахьеизаагәам аҟамзаргьы аԥсҭаганахь ала зегь ҳаидгылароуп. Ари азҵаара иахьеицәырҵыз ҳзыҟан акәӡам, ҳара ишсоуи ҳус азыҟан акәӡам, ари аԥсуара аус рзыҟаноуп ҳара ҳазықәԥо. Убри аҟнытә аидгылара ааҳарԥшып, уаҵәы ашьҭахь ФНА ирымоуп афорум имҩаԥыргоит аизара ду, асъезд мҩаԥыргоит, убри аҟнытә зегьы шәахь схы нарханы убыс шәасҳәот, зшьапы инанаго, амашьына инанаго, автобус инанаго, шәааигәныҩны ҳааизаны ҳамцәажәарада ԥсыхәа аҟаӡам. Абри ҳа ҳазҿу иаҭахым ҳәа ажәлар гылан иҳашәҳәозар, ҳаргьы ауаа ажәлар ирҭахым, ҳаргьы ҟаҳҵаӡом. Егьирахь иаҭахуп ацхыраа шәаҳҭот, аиҳабы иҟнгьы ицатәума, иацәажәатәума, идгылатәума ҳәа шәыԥхьаӡозар, уигь ҳалацәажәап. Аха ацәажәара аҭахуп, аизара аҭахуп, алацәажәара аҭахуп. Убри аҟынтәи зегьы ҳашәзыԥшуп, ноиабр ҩажәибжьба азыҳәаны асааҭ жәаҩа рзы асасааирҭа Интер Сухум аҟны. Мы видим, как преследуется оппозиционная деятельность, как преследуется инакомыслие и вообще за недовольство чем-либо, да, какими-либо действиями власти преследуются люди. Как вы думаете, если все-таки те, кто против альтернативной точки зрения на происходящее, достигнут своих целей, что ждет наше общество? Наше общество ждет порабощения, я открыто вам говорю, порабощения, все, другого нету. Выживание, которое мы сегодня стараемся выжить, возродиться как народ, как этнос, этого не будет. Мы должны бороться всегда. Даже когда все хорошо, надо бороться, потому что в борьбе рождаются лидеры правильные, которые готовы нести ответственность перед своим народом, перед памятью павших, перед нашей историей. Если не бороться, просто
дать себе возможность уйти по течению, то это течение, куда нас вынесет, никто не знает. На какой нас берег выкинет, тоже никто не знает. Мы будем добиваться справедливости. Мы будем добиваться для того, чтобы абхазский народ был единый и как бы видение того, что такое, как Абхазия как страна, она должна быть непоколебима в этих интересах, то есть самостоятельной, непоколебимой в плане того, что Абхазия кому-то может принадлежать. Абхазия принадлежит народам Абхазии, живущим в Абхазии. Задолго до того, как в политику пришел я, задолго до того, как вы пришли в журналистику, отцы-основатели абхазского государства приняли Конституцию. И впоследствии целый массив законодательства, который призван обеспечить защиту прав граждан этой страны. Понимаете? Вот там, где заканчиваются, там, где начинаются ваши интересы, должны заканчиваться мои. Так, по логике вещей устроено законодательство. Понимаете? Но, к большому сожалению, вот уже 6 лет я наблюдаю такое, извините за выражение, тупое игнорирование законодательства. Абсолютно тупое, понимаете? Вот ни факт возбуждения уголовного дела, ни какие-либо другие корявые попытки напугать, ничего, кроме эскалации, не добьются. Очень жаль, что кураторы этого не понимают. И очень примечательно, что наша власть не в состоянии это объяснить. Для того, чтобы понять абхазский народ, необходимо хоть немного покопаться в истории. Нас не смогли напугать в те времена, когда институт подавления в государстве был значительно крепче, чем сегодня. Нас тогда не могли подавить, понимаете, мнение абхазского народа. Я должен тут обязательно подчеркнуть, что у абхазского народа никакой другой родины на белом свете, кроме Абхазии, нет. Нас один раз уже пытались лишить родины в 1992 году. Мы тогда отреагировали соответствующим образом. Я уверен, мы отреагируем еще неоднократно таким же образом, понимаете? Шаблоны, которые применяются в других государствах, наши руководители, видимо, что-то недопонимают. Когда они слепо действуют и руководствуются написанными другими людьми, люди вмешались вообще во все во все наши сферы залезли. Молчат год. Никакой реакции. Мы год говорим, слушайте, дайте правовую оценку тем действиям, которые совершила, сопредельная страна по отношению к нашим гражданам. Молчат. Здесь открыто мы вскрыли гнойник, который просто назревал на теле абхазского государства. Молчат, как будто ничего не произошло. Это молчаливое бездействие может привести к непоправимым последствиям. Я хотел бы предупредить еще раз руководство страны, все-таки вернитесь к абхазской повестке, и все будет у вас хорошо. Значит, что касается анонимных каналов, к большому сожалению, мы зафиксировали это, и об этом мы говорили в одном из кабинетов администрации президента, что все наши обращения, с которыми мы обращались к президенту, к руководству страны, ответы мы получали через анонимные каналы. Власть нам отвечает анонимными каналами. Кстати говоря, вот сейчас мне только что сообщили, полчаса назад один из анонимных каналов сообщил, что мы, оказывается, собираемся сейчас идти штурмовать Гудоу Плаза почему-то. Не знаю, что там Гудоу Плаза, какой у них там очередной гнойник, но так написали. И вот сейчас, вот мне пишут, я не знаю, насколько это правда, все службы Абхазии пошли защищать Гудоу Плаза. Будете возвращаться отсюда, у вас будет возможность проверить эту информацию как раз вот на месте, понимаете? Вот как работает наша власть. Вот их сцепка с анонимными каналами, к большому сожалению, к нашему общему стыду. То, что мы будем объявлены там федеральный розыск, почему-то мы всегда первым долгом сдаем через аноним-каналы. Вы понимаете, насколько там все срослось? Кто анонимными каналами занимались, здесь многие уже в этот офис приходили. Попозже мы, наверное, все это будем тоже говорить. Они очень много рассказали, кто это крышует, кто этим занимается. Мы все, когда подобьем все наши вопросы, мы это отдельно уже потом выступление сделаем. Теперь, что касается власти. Мы ходили к Исламу Федоровичу Ешпа. Он курирует внутреннюю политику. Он не знает, оказывается, что происходило все это время.
Эти люди что, ослепли, что ли? Они не знают то, чем занимается. Значит, администрация президента ничего не знает, президент ничего не знает, службы ничего не знают. Слушайте, если вы не знаете, не умеете, слушайте, отойдите от дел, дайте тем людям, которые могут это сделать, защитить нашу страну, слушайте. Пусть даже все будут друзья, но столько людей запустить сюда, да вы физически их не проконтролируете, слушай. Во-первых, где фиксация на нашей границе? Мы уже 10 лет это говорим. Где единая база, компьютерная единая база, где элементарно проходящий человек должен зафиксироваться и пройти. У нас даже этого нет. Мы не знаем, кто в Абхазию попал и кто уехал, кто приехал. Даже вот эту ситуацию мы не знаем. К сожалению, это правда. В завершение хочу сказать, подтвердить еще раз. Наша власть передала свои полномочия соседнему государству. Не имея никаких оснований привлекать своих граждан внутри страны, они воспользовались кривым механизмом. Понимаете как? За собой оставили представительские функции. Сливать информацию соседнему государству, там применяют санкции, а наши потом разводят руками. А что мы можем сделать? Вот примерно такая схема уже целый год работает по отношению к гражданам Республики Абхазия. Мы не случайно ходили и обращались к президенту. Мы это делали не потому, что нам делать нечего было, не потому, что нам нравится ходить туда. Мы пытались остановить политическую эскалацию. Вот наша организация, как вам известно, и 5 лет назад пыталась найти выход из этой ситуации, предлагала инициативы определенные и так далее, понимаете? Но наша власть находится в плену совершенно других идей. И они реализуют другую политику, не связанную с интересами нашего государства, нашего народа. Я об этом могу сегодня говорить публично и готов обосновать свою позицию. Сам факт возбуждения уголовного дела на территории Российской Федерации – это яркая демонстрация отношения российской власти к нашей власти. Это неуважение называется. Это неуважительное отношение к Бадре Гумбо и ко всей его команде. Если бы мы совершили преступление, у нас достаточно структур здесь, и прокуратура, и МВД, и СГБ, которые готовы нас давным-давно сожрать, как говорится. Извините за такое слово. Оснований у них для этого нет. Оснований нет, понимаете? Вот почему это делает соседнее государство. Понимаете? И еще раз повторяю, это акт неуважения к Республике Абхазия, ее суверенитету и к исполнительной власти нашей. Наша ли она еще вопрос, конечно, но...